И здравствуйте, здравствуйте и здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. И уважаемый Тартали, Мартали, Джертали, который тоже как-то делает комментарии, что я на русском плохо разговариваю. И вам тоже салам алейкум. Вот. Не будем коротко говорить. Сначала я хотел вот это всем рейхали привет передавать. И то, что они говорили, что писали много, я по-русски разговариваю плохо, да. Русский это не мой язык. Я даже в последнее время не хочу на этом разговаривать, но, знаете, вот как-то, чтобы я говорю на этом, чтобы люди поняли, русскоговорящие люди, чтобы это поняли. А так, честно, это для меня как фашистический язык. Ну, все-таки еще немножко, а потом я понял, тоже буду отказываться говорить на это. Но не буду говорить, все. Лучше буду учиться, не знаю, выучу там китайский язык или какой-то еще, ну не знаю, французский какой-то, английский. Ну вот, буду на этом языке разговаривать. Коротко будем о чем говорить. Тот, который люди на свой желудок работает, и ради желудка он продает все свою ценность, уважение, ну пусть они живут по-своему, а я живу по-своему. Я хотел говорить о том, что в России заканчивается лекарство. Вот медикаменты заканчивается. Ну, у меня тоже пару родственников, знакомые, то живут они там. Вот. И тут некоторые из них тоже болеют. Они как-то держатся живут за счет как-то, ну, за лекарства. Нет лекарства, у них жизнь плохо. Дышать им будет трудно, и другой. Вот. И это заканчивается. Ну, скажем, Россия тоже не маленькая, 150 миллионов, да, наверное, я если не ошибаюсь, 150 миллионов люди там живут, и если не ошибаемся, там 20, 25, 30% это люди очень пожилых возрастах. От 60, там, от 55, от 60 выше составляет около 30%, 27-25%. И от них очень много людей, которые болеют. Стоит очередь аптека. Я не знаю, что будет дальше. Но то, что будет, походу, те бабушки, которые орали, кричали, на чего, на какое лекарство они будут жить. Конечно, люди, когда человек стареет, ему надо будет какой-то дополнительный помощь. Ну, лекарство какое-то, чтобы там ноги болит, сердце болит, руку болит, плохо спишь, вот, не можешь спать, да? Ну, ради лекарства, что помогает тебе. Ну, нервы будет, ну, все. Ну, вот это медикаменты заканчивается в России. Действительно, оно заканчивается. Но есть немножко запас. Они как-то говорят, как в войне идешь воевать, у тебя есть патрон мало, но надо сэкономить. Просто там нельзя тебе стрелять. Ну, надо тебе очень четко целиться и стрелять. Ну, беречь пулю. Сейчас Россия вот бережет медикамент.
Ну, то, что поставка делают они через Казахстан, Таджикистан, китайские медикаменты, короче, то, что они могут оттуда привезти, оно некачественное. Оно чем лечит быстрее, убивают тебе. Потому что там нет качества ничего. Ну, сделано не очень качественнее. Ну, на российский народ, наверное, нормально это подходит. Сами себе утешить этому, говорит, вот у нас есть лекарство. Ну, а действительно нету лекарства. Даже обезболивающего нету. Человек пошел удалить зуб, нет обезболивающего. Ему кололи так чуть-чуть. Все, сказали, нету, мы не можем колоть вам несколько раз. Ну, один раз вот в корне колем и все, удалим. Вот такой ситуация идет в России. Ну, питание-то питание, можно люди как-то трава кушают или там что-то. Сейчас вот весна, ягодки будет на полях или что-то они будут как-то выживать. А вот лекарства, я не знаю, как они будут бороться с этой. Я думаю, я бы предлагал бы тоже сделать лимит на Казахстан, Киргизстан, Таджикистан. Тоже надо было сделать им лимит, чтобы они не покупали, а потом не перепродавали в Россию. Вот. А в Россию нечем платить, честно. Вот в данный момент нечем платить на медикамент. Я вам это конкретно говорю. И сам себе уничтожила эта страна своими руками. Вот. Просто сам себе вот так душил. Вот теперь не знаю, когда душу покинут тело, да? Вот такая ситуация сейчас. Вот душит, стоит, ждет, когда душу покинут свое тело. Вот такая же ситуация. Теперь эти бабушки как-то походу ощущали, что уже им не достать медикамент, лекарства. Вот, тоже они тихонько что-то начинается жаловаться. Как-то начинается и выходить, говорить, уже высказывать свое уже недовольство. Ну, только те, кто поддерживали Путина, это только одни бабушки, старики, пенсионеры, они поддерживали. Мы все видео, то, что видим, смотрим, какой-то пенсионер кидает iPhone на ведро и жгет, и какой-то, не знаю, ну, это, походу, сломанный. Но она, когда кидают, и вторая бабушка губу кусает. Ой, жалко, ой, жалко, ой, жалко. Ну, такой же ситуация. Ну, скажем, давайте гаджеты и остальные оставим, так? Просто оставим. Можно жить без гаджета, да? Можно жить и без этого. Как русские сами говорят, мы можем жить без этого мир лучше, без этого мир лучше. Ну, кому как, кому действительно без гаджета лучше, а кому-то с гаджетом лучше. Почему? Потому что гаджетом можно зарабатывать. Вот, на этом можно зарабатывать. Если ты умеешь пользоваться и работать. А если ты не умеешь, тебе нахрен надо купить дорогой гаджет или что-то, потому что просто ты тратишь и на нем не зарабатываешь ничего. Ну, действительно, да это нахрен не нужно. Можно купить простой такой телефон, чтобы ты говорит, звонит кому-то и все. А вот без лекарства-то, без медикамента уже как-то говорят и не знаю. Ну, может быть, как-то с молокой обеспечивает Россия свою. Может, с мясами, может, с зернами, может, с хлебом не будет проблема. Может, и другим, ну, извините, вот бывшая территория Союза, что Таджикистан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, ну, например, тот, кто хочет отдавать, обеспечивать Россию с лекарствами, не может никто. И Россия покупала это из разных стран. А сейчас за санкции и за нехватка денег от того, чтобы, ну, долларом надо купить, во-первых, надо купить эту вещь долларами, а доллар не продается в России. Россия не может купить это рублями,
Понимаете, вот это вот вся то, что ну, проблема за проблема. Найдется, как у нас было 90 года, начался война, деньги есть, хлеб нету. Хлеб есть, денег нету. Понимаете, вот такая ситуация была. Вот сейчас в России точно же такая же ситуация. Вот, например, доллара нету, значит лекарства есть. Когда найдут лекарства, доллара нету. Когда и лекарства есть, и доллара нету. Ну, знаете, вот это вот вся вот такая же, связана с друг другом. Ну, извините, телефонный звонок был. Я очень дико извиняюсь. Ну, посмотрим теперь эти бабушки, как они будут спать, как они будут себе, ну, какие лекарства они будут принимать. Ну, посмотрим дальше и будем оценивать, ситуация будет какой. Так что то, что я видел, то, что я слежу, то, что я смотрю, я скажу честно, это точно Путин занимал деньги у Эмомали Рахмона. Все, его в казну, походу, опустошал. Потому что в Таджикистане тоже денег нету. Денег нету. Вот попробуйте, отправьте $100, они не могут получить это $100. Вот впереди у нас Рамазан Байрам, вот у нас Ид будет, а денег нету. Народ не может получить денег свой. Походу, все доллары занимал Путин. Я не знаю дальше, что будет. Но с медикаментом, походу, я думаю, русские бабушки, они быстрее, дедушки, быстрее, чем этот, они умирают. Но кто вот с медикаментом поддерживает свой жизнь, например, до 80, до 75 лет, да, ну, уже там 65-63, они уже, кто с лекарством так-то поддерживает свое здоровье, ну, уже умирает быстрее. Ну, таким вот темпом, походу, я думаю, Путин быстренько омолодеет страну, потому что там стариков не останется, ну, как раз и пенсия никому отдавать, потому что нет пенсионеров. Все ушли туда, за Жириновским. Ну, вот такой, дорогие мои, скажем, кирдык, который сейчас есть. Ну, еще следим за новостями. Обязательно вас ставим в курсе. Вы тоже следите, посмотрите, что творится, что идет, какой ситуация будет. И скоро это бабушки выходит тоже митинговать и недовольствует от своего любимого Путина. Дальше удачи, дорогие мои. Это был сегодняшние новости. Еще постараемся еще вечером выходить на эфир. А то, которые хейтеры, которые пишут там комментаторы, вот, желудочники, что говорят, я по-русски плохо разговариваю. Заходите, смотрите ваше министра образования, который есть, и министр Севьяза бегала, прыгала, обед носила. Смотрите его видео, его разговор на русском, как он говорит, вот потом оценивайте. Дальше больше, салам алейкум всем. Вот, и живи Беларусь, победа Украина. Украина будет столица, последнее скажу, Украина будет лично для всей азиатской территории, Таджикистан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Армения, Азербайджан, то, ну вот это вот вся бывшая территория Союза, да, Украина будет столица освободителя этой страны. Украина не только себя освобождает от этой тирании. Украина со своим вот этим войной, да, то, что Россия нападала, он стоит. Он защищает весь вот это вот, который 100 лет они живут под Россией, как черт стали. Это президенты, которые есть. Вот это продажники, вот это все мусорки, которые отход общества остались вот это президентами, которые стали. Вот контролировать, не дает жить этим странам, да, когда вот это сломается, освобождается не только Украина, а освобождается весь территория СССР, который был. Я лично говорю, Украина, столица, свобода
весь страна, которая освобождает их. Украина не только себя освобождает. А они сидят, хлебщики, вот так просто смотрят и говорят, не говори, дай мне кусок хлеба, я съем, мне, чтобы желудок был полный один день, и все, я лежу. Да ничего, завтра как-нибудь Аллах нам дает. А сейчас уже церковь тоже подключился. Бог наказывает Украину. Украина, дети, Бог, Отец Всевышний наказывает. Вот это такие блогеры, вот это, да, вот эта церковь, которая последний вот выходит. Такие пидорази у нас тоже есть. Альхамдулилля, субханаллах, шукрана, шукрана. Вот это пидорази 100 лет у нас тоже вот так обманывали, ходили. Так что Украина вперед. И я думаю, сейчас надо весь мир, весь Азию, весь вот это бывший территориальный союз, чтобы держать друг другу за руку, помогать Украину и с этой поводом освободить себе тоже от диктатуры. За победу, генерал Симус Зеленский.